это вот и есть так называемые тест-системы, которые обнаруживают вирус в режиме реального времени. То есть это вот векторская как да, да? вектор BEST. Это уже не первая тест-система, уже усовершенствованная. Да, это уже усовершенствованная. И как я понимаю, то, что написано на этой коробке, как раз и пишется в результатах анализов, да? Да, в результатах исследований мы указываем либо вирус РНК SARS-CoV-2 обнаружен у человека, либо этот вирус не обнаружен у человека. Вот эта аббревиатура и идет в результат исследований. С короной на упаковке пробирки, реагенты и сами тест-системы, о которых так много говорят и которые видят только сами лаборанты. Находимся мы в обычной лаборатории. Она не в так называемой красной зоне, но тесты на COVID-19 делаются примерно в такой обстановке. Насколько дорогие тест-системы получаются? Мы получаем все бесплатно. То есть, если мы говорим о расходных материалах, мы их приобретаем, да, и вот эта тест-система порядка 30 тысяч за упаковку. За вот эту упаковку? Не да. за коробку? За вот нет, эту. вот за эту. То есть достаточно дорогая система. Достаточно дорогое, да. Из биоматериала выделяется РНК, затем это все закладывается в планшет и в оборудование амплификатор. Дальше что происходит? А дальше уже на компьютере считываются результаты. То есть и компьютер уже показан в ячейке 1. Да, то есть либо если кривая идет вверх, это говорит о том, что реакция положительная, и мы смотрим, на каком цикле идет положительная реакция. От этого зависит именно инфицированность человека. Чем раньше цикл начинается, то есть тем раньше кривая поднимается, это говорит о том, что у человека много в организме вируса, и он находится в состоянии такой острой клинической болезни. На данный момент в России используется около 11 тест-систем различных производителей. В Татарстанском центре эпидемиологии на вооружение взяли 2 вида высокой чувствительности. На сегодня лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии Республики Татарстан в своем арсенале имеет 2 тест-системы. Это тест-системы производства научно-исследовательского института «Вектор» Новосибирск. Чувствительность у них 99,9%. Это лучшая тест-система на сегодня. Результаты мы получаем от 4 до 6 часов. Да, это практически результаты в режиме реального времени. Лаборатория работает в круглосуточном режиме, подтверждение идет день в день. Ранее положительные тесты направляли в Новосибирск или противочумный институт в Москве. С середины апреля окончательный результат подтверждают здесь, сразу на месте. А значит, реагировать на новые случаи заражения и предотвращать риски можно оперативнее. Мощность лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии позволяет проводить нам порядка 1000 исследований в сутки. У нас достаточно тест-систем, мы их постоянно получаем. Заявки наши удовлетворяются в полном объеме, поэтому проблем с проведением исследований на новую коронавирусную инфекцию у нас нет. Сюда же отправляют на окончательное подтверждение и исследования из частных клиник. Еще по республике работают 8 лабораторий в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах. У нас определено 8 медицинских бюджетных организаций, Центр гигиены и эпидемиологии и 2 частных лаборатории на сегодняшний день осуществляют исследования на коронавирусную инфекцию. Таким образом, охвачены все районы Татарстана, исследования назначаются по направлению врача, определен четкий список тех, кто подлежит тестированию на новую коронавирусную инфекцию в обязательном порядке. Это те лица, которые прибыли из регионов неблагополучных. Это те лица, которые старше 65 с признаками. Это пневмонии внебольничные. Это также лица, которые находятся в круглосуточных, вернее, в учреждениях с круглосуточным пребыванием. И это медицинские работники. Они идут по показаниям врачей, соответственно, на те обследования, которые необходимы в рамках ОМС. А те граждане, которые просто хотят узнать статус своего состояния здоровья в плане новой коронавирусной инфекции, могут обратиться в частные лаборатории. В среднем по республике в эти дни проводится около 1500 тестов. Планируется проведение исследований и на базе медико-санитарной части Управления Федеральной службы исполнения наказания по Татарстану. Светлана Спирина, Андрей Кузьмин. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.